Сухум, середина октября. О чем же можно рассказать в такую погоду? Конечно же, о Сухумском яхт-клубе «Амра». Но еще и о великом капитане дальнего плавания Зурабе Ахуба. Кстати, в Сухуме были раньше 3 яхт-клуба. Один яхт-клуб был на Синопе, второй здесь непосредственно Амра, и третий на Маяке. Как бы вот, и считается, в принципе, что Зураб стоит у истоков парусного спорта Абхазии. Перед тем, как я начну рассказывать вам о Сухумском яхт-клубе, хочу отметить. Этот материал, который вы буквально через пару минут начнете смотреть, дался мне нелегко. Мысли бежали впереди меня, слова не ложились на бумагу. И говорят, чтобы море полюбить, им нужно заболеть. И такой человек в нашей стране был. Но, к моему сожалению, лично с ним познакомиться мне не посчастливилось. 26 марта 2012 года знаменитого на весь мир капитана дальнего плавания Зураба Ахуба не стало. Всю свою жизнь Зураб посвятил спорту, много лет возглавлял Сухумский яхт-клуб «Амра» и одновременно занимался тренерской работой. За всю жизнь он воспитал не одно молодое поколение яхтсменов, которые на различных соревнованиях защищали честь Абхазии. Сегодня яхт-клуб возглавляет сын Зураба Ахуба, Георгий. Дело всей жизни Зураба продолжает жить. Я сейчас могу там по возрасту ошибиться, не знаю, может мне было тогда 13, может 14 лет. Тогда уже организация имела яхту, она Абхазия называлась, и отец был яхтенным капитаном международного класса, и его регулярно приглашали на всякие регаты. И первый раз я вышел с ними в качестве юнги. Поехали мы в Болгарию, значит, там Варна город, как сейчас помню, и там заняли первое место, привезли оттуда кубок Димитрова, серебряная ладья. Вот, и там я поймал интерес, потому что это коллективная работа, яхта была большая, там экипаж был 9 человек, там, естественно, кок был, то есть повар, там матросы были, капитан, боцман, и веревки, паруса, там на всех этих соревнованиях как бы мотор судьи пломбируют, не дают заводить, чисто по ветру. И получалось вроде вот у отца, да, нормально получалось, и он, справлялись мы. Нас было 2 молодых, то есть мы были оформлены там у них по экипажу как юнги. Особо поблажек не было, потому что, нас даже больше, может, отчасти заставляли что-то делать, говорили то делайте, то, они, передавали нам, может, какой-то свой опыт, чтобы мы, когда, естественно, там сильный ветер поднимался или шторм, да, нас они как бы хотели, даже всей командой ввергали, там не было такого, что там отец к сыну больше и все остальное, как бы, это командная работа. Это командная работа, естественно, мы все были заботой обережены, да, там, как от моего отца, так и от любого члена экипажа, потому что мы были самые молодые, но я считаю, что мы делали то, что могли делать там, и нам это нравилось, не знаю. А конкретно, если мы говорим о Зурабе Ахуба, то, наверное, нужно вспомнить Чичико Джотович Допу. Это Зураба дядя, человек, который служил когда-то на флоте на Каспии, работал очень много в системе ДОСААФ и непосредственно человек, который один из первых организовывал секции, именно морские секции по морским видам спорта. И вот любовью Зураба, наверное, появилась тогда, первый раз, посещая эти секции. Были троеборья, я уже подробности все не могу вспомнить. Это Чичико Доп, оттуда все это пошло. Вы можете себе представить, человек, который мог в 92 году собрать единомышленников и уйти в такую огромную регату, как из Сухума, уйти, достичь через Атлантику к берегу Америки, только мог сделать такой, как Зураб Ахуб. Поэтому это все его инициатива, как бы его труд, его желание, его фантазии, назовем это так.
Но все это Зураб. К сожалению, таких людей все меньше и меньше и меньше, но это все благодаря ему. Яхт-клубу сегодня непросто, но благодаря хорошим климатическим условиям дети занимаются практически круглый год и совершенно бесплатно. Вся секция, то, что вот дети занимаются, естественно, все это бесплатно, потому как мы на бюджете, мы бюджетная организация, мы находимся при распоряжении города, при администрации. И все, что у нас здесь происходит, вообще спорт у нас по Абхазии, он бесплатный. У нас нет такого, чтобы там родители оплатили. Любой желающий может прийти, переговорить, пройти собеседование с тренером, обозначить его возраст детей и получить ту или иную информацию, и добро пожаловать. Вот у меня было 27 детей этим летом. Было бы больше, но мне лодок мало. А возрастная категория с 8 лет. Но детям нужны гидрокостюмы полные, чтобы девочки, мальчики не простужались. Они приходят сюда в пуховиках, одевают сверху спасательные жилеты, в сапогах, и вот так они в море выходят, лишь бы в море выйти. У них интерес пропадает, потому что выезда за рубеж нету, соревнований с кем-то нету. То они ходят, они просто ходят. Вот и все. Ну хотя бы так, чтобы они просто не забывали. Но тяга есть у них. Для начала надо, наверное, посмотреть и приобрести новые какой-то инвентарь именно того класса, который сегодня принимают участие в соревнованиях, и готовить молодежь, выступать на них. Спонсорство, в принципе, нужно только помощь, не столько спонсорство. Если будут, как говорится, деньги финансирования, то и теннис с превеликим удовольствием отвезет команду туда или туда, там, где это будет составлен какой-то договор, либо приглашение. То есть это вообще как бы не проблема. Я думаю, это будет всем интересно, как и спортсменам, так и родителям, так и нам, в первую очередь, и городу это будет интересно, потому что это Абхазия, это наш флаг, это наши дети, это нормально, это даже отлично. Если у нас появятся такие возможности, мы только за. Говорят, нет незаменимых, но парусный спорт в Абхазии сегодня нуждается в таком человеке, как Зураб Ахуба. Капитан, который встанет у штурвала, и никакой шторм жизни не остановит перед преградами, которые стоят сегодня перед яхт-клубом. По мере становления государства, когда денег становилось немножко больше, спорткомитет наш, руководство страны, все понимали, но Зураб как бы не принадлежал к категории тех людей, которые мог просто прийти, попросить, и люди, не отреагировав, мог бы это оставить в покое. Он непременно добивался своего. Конечно, стали покупать какие-то плавсредства. Вот вы, наверное, снимали. Видно, вот единственная секция детская именно парусному спорту посвящена только здесь, в яхт-клубе, где дети буквально вот со школьного возраста начиная могут ходить, тренироваться. Единственное, что обусловлено, благо, что у нас период плавания большой, то есть не ограничен 3 месяцами лет, как бы и по сей день можно ходить, тренироваться. Все это благодаря Зурабу. Что-то восстановили сами, что-то купили, что-то приобрели, что-то подарили, какое-то меценатство было. Но все, конечно, он. Он был инициатором всего этого. Душа у него горела всегда за яхт-клуб. Не то, что жил, он морем жил, он душой жил, сердцем жил. Для него парус была одна из, насколько я его знал, одна из неотъемлемых частей его жизни была. Он нам передал, мы сейчас передаем детям. А вот кому я уже передам, я не знаю. Жизнь Зураба Ахуба была настолько яркой, что в 20-минутную передачу все уместить невозможно. Буквально перед войной было официальное приглашение на Кубок Америки, 500 лет открытия Америки, где были официально приглашены. Вот. И составом отсюда, прямо с этой пристани, мы ушли туда и начали принимать участие в соревнованиях. Там было очень много было яхт. Первый этап
старт был в Италии, а финиш был в Испании. И довольно-таки интересно было, потому что, уходишь в море, нет, не море, а океан, как бы, и по несколько суток вообще ни берега, ничего не видишь. И, в принципе, на тот момент можно сказать, что яхты были круче, и навигация была у яхт круче, и наша яхта там на тот момент не обладала такими достойными качествами, как там дорогой там какой-то навигация спутниковая и все остальное. Но, тем не менее, вот были простые карты, когда вычитывали по картам, там специальные маршруты делали, курсы выкладывали. И, в общем, к чему говорю, вот на первом этапе яхта Абхазия финишировала первая. И отрыв был 32 часа, разница между первой и второй яхтой. На следующий день после начала войны Зураб смог вывести яхту прямо из-под носа грузинского десанта Китавани и, появившись в акватории Сочинского парусного центра, запросил стоянки. В Сочи его знали не столько его самого, сколько яхту, побывавшую на своем веку в нескольких кругосветных путешествиях. После того, как Зураб спас достояние республики, он вернулся на родину воевать. Эта вот яхта, она класса Конрад 46. Вот. А с ней, здесь просто как бы, я вам скажу, что произошло, потому что, яхт-клуб по окончанию войны уже яхту пригнали, она базировалась в Сочи у нас для сохранения. Яхту перегнали сюда, просто-напросто яхт-клуб не был оборудован никакими стояночными делами, никакими, в принципе, была разруха. Был прикреплен один человек к этой яхте, вахтенный. Вот. И ночью разразился сильный шторм, такой шторм, которого 60 лет не было в Абхазии вообще. И просто, ее невозможно было спасти, ее сорвало и пропустила под пристань и прям раздолбала, выбросила все по кусочкам на берег. Естественно, нам всем было больно, и отчасти потому что, все четко понимали, что это история, это наше общее дело было, и нам было больно, особенно, конечно, отец переживал, он долгое время вообще в какое-то одиночество ушел, ему было вообще неинтересно, но он был влюбленный человек, это дело он почти, всю свою жизнь он этому посвятил, и для него это был сильный удар, у него прям руки в моменте опустились, и он не хотел вообще не вести вообще никакие дела, не связываться больше со спортом, в общем, как-то тяжело было ему это пережить. Потом собрал в себе силы, обратился в город, к действующему президенту, и была оказана какая-то помощь на восстановление яхт-клуба, на приобретение каких-то инвентаря для детей, каких-то маленьких лодочек, оптимистов, лучей и так далее. И чтобы это все начало оживать, развиваться. И по сей день, и сегодня это все работает, и специалисты есть, которые обучают, которые смотрят за порядком, и медики рядом. Все как говорится, все нормально, но идем дальше. После того, как Зураба Ахуба не стало, его отсутствие ощутили не только его семья, друзья и близкие люди, но и вся страна в целом. Один из самых дорогих видов спорта, который только начинал набирать обороты, просто остановился. Сердце яхт-клуба перестало биться вместе с его капитаном. Услышав всю непростую историю яхт-клуба, невольно задаешься вопросом: а что же дальше?
Возможно, когда-нибудь якорь будет поднят, и новая яхта с громким названием «Абхазия» вновь зайдет в какой-нибудь порт, и абхазский флаг будет гордо развиваться высоко в небе. Надежда есть всегда. И надежда есть, и помимо надежды есть и желание есть. И, конечно, бы хотелось бы, да, вот, чтобы надежда потихоньку, осуществлялась. Я понимаю, там есть трудные моменты, там, да, но если как-то поэтапно все проходило бы, то, я думаю, было бы все хорошо. Имея в центре города, в городе, в центре нашей столицы яхт-клуб и не даровать там образованию там, молодым спортсменам и так далее. То есть, живя на море, мы все в детстве ходили на море, на пляже, все купались, все вроде умеем, но это немножко другое, это спорт. Правильно вы заметили, это немножко дорогой спорт, но ничего дороже своего мастерства, как говорится, нету. Когда человек делает для себя что-то, это самое дорогое. Все, когда он делает для кого-то, там, для города, для всех, это еще дороже. Но это нам всем плюс. Зураб, конечно, был удивительный человек, который после войны, если вы как бы могли бы запечатлеть в те времена, это 92-й год, на что был похож яхт-клуб, так это вообще без слез не посмотреть. Все было разграблено, все, что могли увезти, грузины все это увезли. То, что не увезли, просто привели в негодность, разбили, сломали, утопили. И практически заново все на энтузиазме, своим трудом. То есть друзья, родня, братья. Каждый из нас какую-то маленькую лепту вносил в яхт-клуб. Отвечу немножко словами одного барда. Нет, не все марионетки, ты так строго не суди. Это просто люди в клетке без идей и души. Ну, это, если, это, конечно, лирика, но, конечно, нужна, я думаю, что в первую очередь государственная программа. Потому что, инвестиции к нам не очень-то и приходят большие, тем более то, что связано с парусным спортом. К сожалению, ситуация экономическая не совсем такая комфортная, наверное. Но вкладывая сегодня в молодежь, в спорт деньги, мы должны понимать, что это не вернется нам завтра, это вернется следующим поколениям. Те, кто вырастут на этом, начнут растить других. Надежду, как вы говорите, терять, конечно, нельзя. Но обращаясь, наверное, в первую очередь и к жителям нашим, от каждого из нас зависит, наверное, порой мы начинаем думать о том, что кто-то за нас должен это сделать. Элементарно, даже небольшие вещи, которые мы сами можем сделать, не ждя, что кто-то нас это стимулировать будет. От каждого из нас зависит. Зураб же не упал нам с неба, не свалился. Его же родили нормальные абхазские мама, папа. Вырос в нормальной семье. И, наверное, таких энтузиастов было немало. Да и сейчас, наверное, есть. Наверное, если создадутся какие-то условия, то эти инициативы будут, конечно, поддержаны и людьми нашими, и конкретно теми, кто болеет морем, болеет спортом. У нас, слава богу, сегодня есть комитеты городские, есть и республиканские, много спортивных коллективов. Мы о футболе всегда говорим с большей лихвой, но никогда не говорим о парусном спорте. Можем говорить о карате, о боксе. Молодцы, действительно, мальчишки наши, девчонки, вы видите, что занимают довольно-таки хорошие места в престижных соревнованиях, ездят. А вот парусный спорт, он немножко забыт. Если создать эти условия, я думаю, что флаг нашей страны на больших, будем говорить, регатах, соревнованиях будет кем-то из юных парусников, яхтсменов поднят. Поэтому, думаю, терять надежду ни в коем случае нельзя. Как мы не можем избавиться от моря, так и так мы не можем избавиться от парусного спорта.
Абхазия издревле славилась своими морскими коммуникациями, позволяющими познавать мировые культуры. А уникальное географическое местоположение республики дает невероятную возможность сделать прорыв в развитии морского туризма на Черноморском побережье. Ну, наверное, тут есть и объективные причины, и субъективные. Ну, во-первых, наверное, надо думать, что за парусами всегда должны стоять деньги. Но представьте себе, что президенты многих яхт-клубов – это короли, это президенты, это принцы. То есть, скажем так, люди не бедные. Яхт-клуб, яхтенный спорт, все, что связано с парусами – это не дешевое удовольствие. Ну, это, наверное, одна из причин. Вторая, не знаю, это мое уже такое субъективное мнение. Мне так кажется, что нужно создавать какие-то условия, чтобы мы, абхазы, все-таки любили море. Вы абсолютно точно подчеркнули, мы можем купить пару мерседесов, но купить яхту, купить катер. Как-то мы к этому относимся немножко вот так. Может, ввиду того, что нет условий для того, чтобы держать все это. Если бы создавали бы условия, оно, может быть, и любовь к морю, она к технике морской, парусному спорту в том числе. Может быть, людей тяготели бы больше. Я помню, это лет 15 назад президентом Федерации парусного спорта России был такой член правительства тогда Котенков. Приезжал он в Сухуми, ездили в Сочи, были протоколы о намерениях подписан хорошие. Вот все вы знаете, наше озеро расположено на маяке. Есть и удивительно хороший проект «Сделать из него марин». Проект удивительно хороший, он есть на бумаге. Он, кстати, есть и в администрации города, и лежит тут в яхт-клубе. Ну, как бы дальше проекта все это больше не стало. Были еще проекты хорошие, это уже вот буквально лет 7-8 назад. Проект назывался «Гагра-парк Марин». Приезжали представители, мы очень много общались. Была регата, посвященная этому, значит, проекту. Был переход такой Сочи, Сухум, Сочи. К нам в гости приходили, значит, 4 яхты, 1 катамаран. Гостей было очень много. Все это под парусами. Мы их встречали тут. Они, да, 3 суток они стояли у нас здесь. Был открытый доступ для детей, для взрослых. Катались на этих яхтах. Мы какие-то прогулки организовывали. Я думаю, наверное, нужно, чтобы люди тяготели к морю. И для всего этого нужно создавать какие-то условия. Да, может быть сложно, может трудно. Вы видели сегодня состояние нашего яхт-клуба. Ну, плачевное. Хотя бы давайте мы людям дадим доступ по хорошему, крепкому настилу к морю. А может, они и полюбят эти виды спорта. Любимое такое выражение было отца моего, прям вот любимое. И вот когда, я сейчас поясню, откуда она вообще начинала рождаться, в любом месте, когда начинался шторм, и вот прям ураган, и вот отец очень любил именно в тот момент управлять яхтой на парусах, и когда вот это вот все бурлило, как говорится, кипело, он в этот момент поддерживал духом остальных, ну, свою команду, типа «Море любит героев, вперед, давай». Ну и вот как бы вот такая у него была, да, такой настрой был для команды, как бы. И я вот помню четко, как вот прям бах, ночью все спят, и шторм, и там аврал, есть такое в морском термине выражение, аврал называется, ну то есть подъем, что-то вот случилось резко, надо. И в этот момент все сонные выходят наверх, смотрят на мужа, что творится. И, ну, естественно, кто-то что-то начинает там аккуратничать. И в этот момент, как капитан, он духом поддерживал свою команду и говорил вот это любимое свое выражение: «Море любит героев, давайте вперед». Отчасти и в гонках, вот, и отчасти даже вот тот дух, тот настрой давала нам и победу, потому что, ну, где-то, может, надо было лишние паруса убрать, потому что слишком сильно дует, где-то, может, больше добавить. И, то есть такие какие-то распорядки и настрои, они давали дух
Они давали ход яхте быстрее, то есть по скорости. И вот в результате получалось так, что мы приходили первыми. Море любит героев. Возможно, когда-нибудь в нашей стране появится человек, который так же, как Зураб Акуба, посвятит всю свою жизнь морю. И тогда Черному морю вновь будет кинут вызов. С вами была Рената Шакаева.